Уважаемые товарищи, друзья, через несколько дней мы придем на избирательные участки, чтобы отдать тот голос, кому мы доверяем. Доверяли все эти годы, которые защищали наши интересы. Я прежде всего говорю о Коммунистической партии Российской Федерации, о коммунистах республики, которые были всегда с вами. И в самые тяжелые времена, когда началась перестройка, мы настойчиво говорили, к чему может привести эта ложь, которая звучала со стороны того же Горбачева, Ельцина, Гайдара, Чубайса, к чему может, каким последствиям привести к тому, которые сговорились и ликвидировали, подписали договор о ликвидации СССР. Мы отметили столетие Союза Советских Социалистических Республик, еще раз убедились, какие были достигнуты за короткое время, за 70 лет советской власти. Мирная жизнь была всего лишь 10 лет, достигли самого высокого уровня жизни в мире. Мы сегодня еще раз убедились, что программа Компартии «20 шагов преображения России» поддержана нашими избирателями, нашим населением. Очень много звучит вопросов, как говорится, которые необходимо решить. Вопросы бедности. Если бы была анкета, социальное положение, то что человек должен написать бедный, живущий ниже прожиточного минимума, а их у нас сегодня в республике более 160 тысяч, из них 40 тысяч детей живет в этих семьях. Он должен писать безработный, 30% в селах без работы. Мы еще раз услышали настойчиво: наведите порядок с коррупцией. Не должно такое быть, такая коррупция, которая возросла более чем в 2 раза. Нужно покончить с клановостью, с подбором кадров. Это нас очень сильно беспокоит, когда действительно люди обратили внимание, аппарат государственный растут, а качество исполнительной власти не растет, а снижается. Потому что многие, к сожалению, немало занимают эту должность не по знаниям, не по уму, не по желанию, не по сопричастности к жизни людей, а по знакомству. Поэтому мы идем на выборах на должность главы республики, которую мне выдвинули коммунисты, патриоты республики. На эту должность Илдархана, главы нашей республики, высшая исполнительная власть, с пожеланием в том числе навести порядок и в кадрах. И это сегодня уже мы же видим такие люди, как Алексеев Афанасий Павлович, известный патриот, известный труженик, известный общественник, известный человек, который сегодня сумел наладить свое дело, но в то же время все это получаемое он отдает на службу людей, занимаясь большой благотворительностью и защищая свою родную не только Амгу, а природу всю нашей Якутии. Если при избрании меня на должность главы республики, он без права одна из кандидатур, которая займет должность председателя правительства. Многие другие вопросы звучат сегодня. Нельзя мириться с состоянием среды в городе Якутске, столице нашей республики. Мы с гордостью называем единственный город, 300-тысячное население, интеллектуальный, научный, город-труженик, город трудовой славы и на вечной мерзлоте. И сегодня очень много у него недостатков. И дороги, и пыль, и среда, и вода, и что только не возьми. Много прожектов, много, значит, различных проектов, которые на том или ином форуме представляются, но они не реализуются. Отнимают вообще внимание людей от насущных проблем. Нужно решать в городе, в республике самые насущные проблемы. И я призываю прийти на избирательные участки, отдать свой голос за Компартию. Господа, достали. Голосуем за товарищей, за Коммунистическую партию Российской Федерации, за КПРФ.